мой взгляд, отдыхающих в этом году будет больше. На один лари, да? Нет, на самом деле отдыхающих будет больше, тоже. потому что конечно, в Крыму не отдохнуть, там слишком опасно, и люди, поэтому они заводят и Росгвардию, и все, чтобы россияне себя максимально чувствовали в безопасности. Да, конечно. Но чем закончится? Людей будет больше, но дохода будет меньше у самих абхазов, потому что вот это, как я забыл уже, как это называется, демпинг идет, да. И запрос вырастет. Сеть, гостиничная сеть, которая принадлежит одной компании российской, да? Она просто, да, вот этот глобус, она просто демпит все вообще. И мне пишут, что это не демпинг, это говорится, чтобы во время простой. А каком простой? Лучше, чтобы гостиница была закрыта, чем ее сдавать за 100 рублей. Потому что когда ты гостиницу сдаешь за 100 рублей, она из себестоимости оттуда не берет вообще ровным счетом ничего. Обычный народ, который сдает квартиры, дома, это они остаются без... Ну вот, мне интересно, дохода, вот, да. что будет с этими людьми, которые Но квартиры, не- комнаты сдают, да, ну приезжают. Вот когда не сезон, люди сдавали свои квартиры, потому что когда очень мало людей, эти люди не берут себе гостиницы, потому что гостиницы были дороже, чем обычные квартиры, и люди как-то на этом зарабатывали. Сейчас настолько глубокий демпинг идет, что не то что квартиры, можно просто в карман положить 1000 рублей и ехать себе отдыхать. 33 рубля стоит номер с питанием. Но я думаю, это тоже какой-то своеобразный ход пока что с ценами. Понятно, что такие цены они не оставят уже. Нет, я знаю, что на лето они поднимут, это базару нет. Туда опять. Почему? Я вот обратил внимание, очень много сейчас русских ребят в Абхазии, которые ходят именно и снимают вот эти отели, что новое построили. То есть привлекают внимание. То есть не зря Росгвардия, потому что уже есть понятие, людей будет в этом году больше, которые именно имеют прямую связь с Россией. Потому что надо деньги отбить, да. Просто, смотрите, сейчас в результате этого демпинга обычные люди, которые, частники, так скажем, которые сдавали жилье отдыхающим, они остаются без заработка. Вот эти огромные компании российские, они 1 год могут без проблем работать в убыток, в минус, но зато, когда вот обычные горожане они не в убыток работают. Нет, Миша, я тебя восстановлю. Они не в убыток работают. И эти их расходы покрывает Министерство туризма России за счет потоков в Турцию, за счет потоков в Таиланд, в Египет. Вот за эти оттуда же они берут прибыль. Вот это они распределяют сюда, в Абхазию, для этих русских компаний. Не народу Абхазии, а для русских компаний. Что поставьте цену 100 рублей, остальное мы доплатим.